Разговоры об удаленной работе ведутся в России уже много лет. Различные профессиональные, социальные и политические группы спорят о целесообразности ее применения, тогда как в Европе и США надомный труд используют в различных сферах деятельности еще с 90-х годов 20 века. Нашим соотечественникам удаленная работа представляется картиной из научной фантастики. Виртуальный офис, совещание в сети, заключение контрактов из дома и многое другое, на что способна фантазия человека. Между тем, сплошь и рядом примеры, когда основная часть трудовых обязанностей работниками выполняется именно в стенах собственного дома. Сижу в декрете по уходу за ребенком. К счастью, моя профессия позволяет мне работать дистанционно. В чем плюсы дистанционной работы для меня? Ну, во-первых, это то, что я могу находиться рядом с семьей и ребенком. Ну и второе, это, конечно же, дополнительный заработок. И еще возможность не терять профессиональные навыки. В чем минус дистанционной работы? Если у вас нет жесткой самодисциплины, то вам будет очень тяжело работать дистанционно. Ну а так, я считаю, это очень хороший и удобный вариант для таких, как я. Копирайтеры, журналисты, критики, переводчики, веб-дизайнеры, программисты – это лишь небольшой перечень профессий для работы на дому. Есть еще категория фрилансеров, которые свое хобби, будь то выпечка тортов, пошив одежды, рисование портретов, превращают в основной вид заработка. Основная рекламная площадка для таких мастеров, конечно же, социальные сети, где, впрочем, и находятся реальные заказчики. Немалую известность приносит и так называемое сарафанное радио. Однако большинство таких фрилансеров работают без ведома налоговой инспекции. Это получается как бы занятие предпринимательской деятельности без государственной регистрации. На сегодняшний момент по данному виду деятельности протоколы имеют право составлять органы внутренних дел, МВД, еще банки проверяют их и налоговые органы тоже. Ответственность за данную деятельность предусмотрена статьей 4.1 Кодекса административных правонарушений. Новый закон еще выходит в силу с 1 января 2017 года, там то, что как бы о самозанятости, то, что те, кто занимается на дому, допустим, или оказывает услуги, они как бы они достаточно того, что они будут задавать декларации по НДФЛ, как бы декларировать свои доходы, вот, и этого будет как бы достаточно. Кстати, в отличие от тех, кто скрывает свой доход от налоговой, есть категория удаленных работников, состоящих на учете в налоговом органе. Они исправно сдают декларации и платят налоги. Как правило, это индивидуальные предприниматели, ведущие сетевой бизнес. В последнее время таковых стало очень много. Сегодня сетевики в основном работают через интернет. Я уже почти 3 года нахожусь в декрете, и как любая мама в декрете, начинаем ощущать вот эту вот нехватку общения, потому что я вообще активный человек, привыкла постоянно общаться, выходить как бы люди в свет, и сейчас это ощущается. Я нашла в интернете свой бизнес, которому я доверяю, который уже почти 50 лет уже на рынке, все знают, проверенный, официальный, самое главное, доход можно получить, и выбрала свою компанию, которой я доверилась, и которая мне самое главное приносит доход. И не отходя, как говорится, от своих детей, от мужа, дома, находясь всего, трачу несколько часов в день и занимаюсь своим бизнесом. Самое главное, что я общаюсь с людьми, и что у меня появились новые друзья по всей России, то есть не только там ограничен круг Башкирии, да, по всей России. Я с ними общаюсь, переписываюсь, это же здорово, и самое главное, что у меня официальный доход есть. Что бы то ни было, в обществе существует двоякое отношение к удаленной работе. Социологи отмечают, что это связано с годами установившимся менталитетом, ведь наши соотечественники десятилетиями привыкли работать по указке, а удаленная работа подразумевает самодисциплину и силу воли. Как и каким образом зарабатывать, конечно, каждый решает сам. Главное, чтобы это было, во-первых, законно, во-вторых, приносило доход и моральное удовлетворение. В любом случае, действие гораздо лучше, чем бездействие. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.